Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Саргалана Захарова. Португальский футбольный клуб «Порту» в дополнительное время одержал победу над итальянской «Ромой» со счетом 3-1 в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. И по итогам двухматчевого противостояния вышел в следующую стадию турнира. Встреча состоялась в Португалии. В первом матче, прошедшем 12 февраля в Риме, итальянцы победили «Порту» со счетом 2-1. Основное время ответной встречи завершилось таким же счетом, но уже в пользу португальского клуба. В основное время матча гол в составе гостей на 37-й минуте забил Даниэль де Росси, реализовавший пенальти. У хозяев голами отметились Тикиньо Суарес и Муса Марега. Рома и Порту провели 7-й очный матч в истории. Трижды побеждали португальцы, 1 раз Рома. Еще 3 раза был зафиксирован ничейный результат. Соперник Порту в 1/4 финала турнира определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 15 марта в швейцарском Ньоне. Вашингтон обыграл Филадельфию со счетом 5-3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российские игроки гостей Александр Овечкин и Дмитрий Орлов записали на свой счет по 2 балла за результативность. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Том Уилсон, Брэд Канноли, Овечкин, Андрей Бураковский и Никлас Бэкстром. Овечкин также сделал 1 результативную передачу. Орлов записал на свой счет 2 голевых паса. У проигравших отличились Филипп Майерс, Клод Жиру и Скотт Лоттон. В турнирной таблице Восточной конференции Вашингтон занимает 4-е место, набрав в 67 матчах 85 очков. Филадельфия с 72 очками после 67 игр идет 10-й. В следующем матче Вашингтон 9 марта дома сыграет против Нью-Джерси. Филадельфия на следующий день в гостях встретится с Нью-Йорк Айлендерс. Россиянин Андрей Рублев уступил представителю США Бьорну Фратанджелло в решающем раунде квалификации турнира серии «Мастерс» в американском Индиан Уэлсе. Встреча завершилась со счетом 6-7, 6-0 в пользу американского теннисиста. Матч продолжался 2 часа 15 минут. Ранее спортсмены встречались друг с другом 1 раз в 2017 году на турнире в Португалии. Тогда победу также одержал Фратанджелло. Американец вышел в основную сетку турнира, его соперник определится позднее. Ранее еще один россиянин Евгений Донской не смог преодолеть квалификацию. Теннисист уступил белорусу Егору Герасимову в первом раунде отборочных матчей. Турнир стартует 7 марта, завершатся соревнования 17 числа. Роман Дмитриев – достойный сын народа Саха, триумф человеческой воли и силы духа. Якутяне – участники и гости международного турнира памяти первого олимпийского чемпиона из Республики Саха Романа Дмитриева возложили цветы к его памятнику. В эти дни в республике проходят мероприятия по увековечиванию памяти великого борца. Международный турнир стартует 8 марта и продлится до воскресенья. Примут участие 13 команд из разных стран. Впервые приедут борцы из США. Роман Дмитриев в 1972 году первым из якутского народа стал чемпионом Олимпийских игр. В 1976-м в Монреале стал серебряным призером. Сегодня, вспоминая выдающегося спортсмена на пресс-конференции, олимпийский чемпион 1964 года Александр Иваницкий назвал его уникальным. Когда мы говорим сегодня о Романе Дмитриеве, в нем тоже ведь вот уникальная ситуация. Его воспитатель Коркин. А в Ленинграде и в Москве жил Сергей Андреевич Преображенский, друг Коркина. И Коркин, понимая, что в руках у него алмаз, он связался со своим другом Преображенским и доверил огранку своему другу. Вот 2 человека, да, встретились на громадном расстоянии и вместе воспитали уникального борца. Продолжается спартакиада трудовых коллективов в Мирном. В этом году соревнования проходят в 11-й раз. Они состоят из нескольких этапов. Первыми на старты выходят сотрудники предприятий, за ними подразделения, а 3-й этап – финал, где участвуют сильнейшие спортсмены из Айхала, Удачного и Мирного. Как показали себя участники 2-го этапа подразделения в материале наших коллег. В этом году в спартакиаде трудовых коллективов «Алроса» 14 видов спорта, среди которых и новые. Впервые сотрудники алмазной компании будут соревноваться по фитнес-аэробике и киберспорту. Первые состязания в рамках спартакиады уже стартовали в Мирном. В Мирном прошли 3 вида спорта на данный момент. Это женский волейбол, настольный теннис и шахматы. В общекомандном зачете по итогу первых 3 видов сейчас лидирует Институт Якутни-Пара-Алмаз. 2-е место у геолого-разведочной экспедиции, на 3-й ступени приз Кириллях.
В начале марта во Дворце спорта Кимберлит прошли соревнования по шахматам. Турнир проходил по круговой системе. Всего за первенство боролись 9 команд трудовых коллективов. Чемпионами первенства по шахматам стала сборная культурно-спортивного комплекса. На втором месте шахматисты Института Якутнепроалмаз. И бронзовыми призерами стали сотрудники специализированного треста «Алмаз Автоматика». В этом году постоянные победители нашей спартакиады Якутнепроалмаз были ослаблены. У них поменялась женская доска. Ну и за счет этого КСК и стали чемпионами. Финал спартакиады «Алроса» пройдет в апреле и мае. По итогам соревнований сильнейшие спортсмены примут участие в 4-й спартакиаде трудящихся республики, которая пройдет в начале июня в Якутске. Напомним, что 4 года назад команда акционерной компании «Алроса» стала победителем республиканской спартакиады. Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Это были новости спорта. Всего доброго.